Дорогие россияне, уважаемые соотечественники, добрый день! Свое обращение, с вашего позволения, хотим посвятить высшим духовным лидерам России, патриарху всей Руси Кириллу, председателю Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину и главному раввину России Бер-Лазару. К большому сожалению, неоднократные обращения ингушского народа в последние годы к руководству нашей страны о складывающейся и сложившейся ситуации в республике не были услышаны. Двухнедельный митинг октября 2018 года и мирный митинг 26 марта текущего года, который не представлял опасности обществу, был подавлен спецподразделениями, привлеченными главой республики из других регионов России. Требование народа всего лишь в том, чтобы не нарушались их конституционные права, не ущемлялись их права как граждан нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины. А требования заключаются в следующем. Первое. Дать право выбирать главу Республики Ингушетия. Второе. Право выбирать депутатов всех уровней. Третье. Исполнение закона о реабилитации репрессированных народов. Указанному закону на днях исполнилось 28 лет. Ведь его надо исполнять. Светлая память вашему предшественнику, патриарху Алексию, который приложил усилия в принятии закона. Ничего нет в этих требованиях антиконституционного и противоправного. Но вместо этого глава республики Евкуров создает эскалацию напряженности, тем самым провоцируя народ и молодежь в целом на протестные действия. Лидеров протестного движения сажают в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам. Оставшаяся часть подвергается политическим гонениям. Все это делается для того, чтобы скрыть свои коррупционные хищения, изменение статуса и территориальной целостности республики без участия народа и без проведения референдума, тем самым нарушая Конституцию Российской Федерации и Республики Ингушетия. Обращаясь к вам, как высшим духовным лидерам России, ингушский народ просит вашего вмешательства остановить преступные действия и преследование со стороны главы Республики Ингушетия Евкурова, немедленного освобождения ни в чем не повинных граждан Республики Ингушетия. Уверяем вас, ситуация накаляется с каждым днем и способствует этому непосредственно глава республики, а не народ, который требует соблюдения закона. Ради сохранения нашего общего дома, государства России, остановите хоть Божьим словом этого безбожника, да поможет вам Бог. В дополнение хотелось бы обратить ваше внимание относительно семьи Погоровых. Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров, полковник запаса, возглавлявший ранее МВД Республики Ингушетия, впоследствии занимавший ряд должностей в Центральном аппарате МВД России, не запятнавший честь офицера и мундира, имеющий ранение, награжденный орденом мужества и рядом других наград, в том числе присвоенных 3 досрочных званий, работавший с такими министрами МВД Российской Федерации, как Степашин Сергей Владимирович, Грызлов Борис Вячеславович, Рушайлов Владимир Борисович и Нургалиев Рашид Гумарович, через которых и можно получить отзывы о качествах Погорова Ахмета Сираждинца при исполнении им своих служебных обязанностей. Сегодня подвергается дискриминации со стороны местной власти. По сфабрикованному делу старается опорочить имя честного офицера, который профессионально раскрыл всю коррупционную деятельность действующей узурпированной Евкуровым власти. С уважением к вам, Совет Тайпов ингушского народа.